Среди знатных родов Золотой Орды наиболее влиятельными были рода Мангыт, Конграт, Кыят, Аргын и ряд других. Некоторые из них вели родословную еще от соратников Бату. Род Ширин поначалу не имел в Золотой Орде большого значения. Это был клан провинциальной знати в восточной части государства. В число высшей ордынской аристократии Ширинов ввел Тохтамыш. Когда Тохтамыш пришел в сарай из Средней Азии и занял трон, он привел с собой в столицу и своих земляков, издавна преданных ему. Одним из его ближайших помощников был Урак Тимур Ширин. Ширинам пришлось жестко конкурировать со старой ордынской знатью, но им удалось сохранить свой статус даже после свержения Тохтамыша. Сын Урак Тимура, Тегене, стал первым советником у хана Улу Мухаммеда. Тегене помог Улу Мухаммеду занять трон и имел большое влияние при дворе. Когда в Москве возник спор князей за престол, они обратились к Тегене, чтобы тот поддержал перед ханом одного из противоборствующих кандидатов. Но в этот раз хан не стал слушать Тегене и пригрозил, чтобы бей не вмешивался. Глубоко оскорбившись, Тегене Ширин бросил Улу Мухаммеда и ушел в Крым. Это дорого стоило хану. Без поддержки Ширинов его вскоре одолели соперники. В Крыму Тегене пришлось уступить первенство другому бею, Айдеру Конграту, который возвел на ханский престол своего ставленника, хана Сеида Ахмеда II. Тегене Ширин был недоволен этим правителем и ждал случая устранить его. Такой случай настал, когда Айдер Конграт скончался весной 1441 года. Тегене Ширин стал вместо него первым беем в государстве и решил заменить Сеида Ахмеда II другим ханом по своему выбору. Ширины и их союзники, род Барын, немедленно отправили послов к правителю Литвы, в чьих владениях жил кандидат, которого крымская знать хотела видеть своим правителем – Хаджи Герай. Великий князь Казимир отправил Хаджи Герая из Киева в Крым, и когда тот прибыл, ширины вместе с родами Барын, Аргын и Кыпчак избрали его ханом, а Сеид Ахмед II был свержен и изгнан с полуострова. С тех пор потомки Тегене Ширина были предводителями крымской знати на протяжении всей истории Крымского ханства и даже управляли Крымом непродолжительное время после российской аннексии полуострова 1783 года.